Разурабович, в силу последних событий, в силу кризиса в топливной сфере, по вашему поручению было промониторено состояние, материально-техническое состояние лечебных учреждений, в том числе дизель-генераторов, запаса горюче-смазочных материалов. На сегодняшний день все они работают в штатном режиме, дефицита не наблюдается, по крайней мере, в лечебных учреждениях. В случае внештатных ситуаций, отключений света на долгое время, дизель-генераторы, запас горюче-смазочных материалов достаточный. Также у нас беспроблемно функционирует служба скорой помощи, кареты скорой помощи оснащены ГСМ. Заказано много оборудования для наших лечебных учреждений, для тех заболеваний, которые раньше оказывали помощь по тем заболеваниям только за пределами Абхазии. После получения этого оборудования, возможно, мы уже будем оказывать в полном объеме на территории Абхазии, на территории наших лечебных учреждений. Это касается лор-операций. Впоследствии это будет касаться нейрохирургических операций и травматологических операций. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, Бадразурабович Сергея Владимировича Кириенко, за проект Республиканского сосудистого центра, где на сегодняшний день уже произведено более 500 операций. Это просто сухие слова, как будто бы, но на самом деле это 500 спасенных жизней на сегодняшний день. Планируется также, мы не стоим на месте, развиваемся, возможно, объем операций, виды операций, это не только установки стентов, но будем расширять, насколько это возможно, и думаю, нам это удастся. В том числе недавно была произведена новая операция по вживлению водителей ритма. Это впервые было в Абхазии сделано. Действительно, ангиографический центр, сосудистый центр, созданный на базе республиканской больницы, продемонстрировал свою эффективность. Вы совершенно правильно отметили, 500 спасенных жизней – это как раз-таки показатель того, насколько современные медицинские услуги могут работать как раз-таки на демографическую составляющую. Это один из важных и составляющих факторов. Рассказывали о том, что какой объем сейчас работы идет по линии Минздрава, физической больницы, и по оборудованию, и по лекарственному обеспечению. Поэтому у меня цель простая. Я хотел просто познакомиться, потому что все равно задачи по федеральным деньгам, они идут у вас напрямую. Да? Есть ФАИФ, федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, и есть содержательная часть. С точки зрения там посольства напрямую у нас пересечения есть, они в первую очередь идут по линии руководства республики. С другой стороны, все равно мне, как человеку новому, человеку на территории независимого государства, очень важно познакомиться со всеми главными руководителями основных структур. Поэтому мы с Бадразуровичем проговорили, то есть я спросил разрешения, мы согласовали, что я познакомлюсь и с депутатами парламента, и с исполнительной властью муниципалитетов, и с министрами, и с вице-премьерами, для того, чтобы принимать общие картины. В Сухуми состоялся круглый стол по передаче опыта в сфере поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями. Главная цель встречи – показать рабочие практики российских общественных организаций, которые можно адаптировать под задачи Абхазии. В центре внимания устранение нехватки специалистов и создание понятного пути для каждой семьи. Охватить всю проблематику, с которой сталкивается человек за свою жизнь, невозможно. И тогда приходит на помощь общественная организация. Общественная организация в основном, если она правильная, это человек, который сам прожил крайне сложный период, столкнулся с проблемой и захотел помогать тем, понимает, насколько это тяжело и страшно, и принял решение
отважные, мужественные, посвятить этому жизнь. Данные показывают, что сотни детей сталкиваются с трудностями в ментальном развитии, но из-за острого дефицита врачей и отсутствия узких отделений родителям часто некуда обратиться. Полноценное сотрудничество с общественными организациями может стать быстрым решением этой проблемы. Среди 27 тысяч обследованных детей у 980 были обнаружены проблемы со здоровьем. И большая часть проблем связана с психическим здоровьем. Но я хочу сказать о том, что это не уникальная ситуация для Абхазии. Есть такой рост именно среди психических расстройств у детей в ряде других стран и республик, но это не говорит о том, что мы не должны их поддерживать, не должны реализовывать программы поддержки таким детям. Поэтому очень важно послушать наших гостей, у которых есть большой опыт в этой области. Самая большая проблема, которая стоит, на мой взгляд, перед нашей республикой, это дефицит специалистов. У нас в республике один детский психиатр, у нас очень малое количество детских психологов, неврологов, клинических психологов, реаниматологов. В первую очередь, конечно же, необходимо решать вопрос с дефицитом специалистов. Представители российских центров рассказали, как на практике работает система сопровождения. Когда у ребенка только подозревают диагноз, общественники берут на себя роль подсказчика, направляют к нужным специалистам, разъясняют права на получение помощи и помогают подготовить ребенка к детскому саду или школе. То есть мы семью маршрутизируем, даже если это не наши подопечные, получается, что у них еще нет диагноза, но мы уже маршрутизируем как НКО, потому что родителям зачастую сложно понять, в какую обратиться из госучреждений, но им проще найти НКО. Они нас нашли, мы маршрутизировали, но при этом мы маршрутизировали их именно в госучреждения. Еще один важный аспект представленного опыта – организация выездных служб ухода и центров реабилитации. Их главная задача – не просто предоставить необходимое медицинское оборудование или нанять сиделку, а научить родителя справляться со сложностями и вернуть ребенка к самостоятельной жизни. Наша миссия – это возвращать ребенка с мамой, ребенка с семьей после тяжелой продолжительной болезни обратно в социум, чтобы наши дети сами могли за себя решать в итоге, как им дальше жить, чтобы они сами знали, куда они будут поступать, кем они станут в будущем. Внедрение этих социальных методик поможет Абхазии создать собственную рабочую систему поддержки. А практическим шагом в решении кадрового вопроса стала встреча ректора АГУ Олега Гварамия с российским послом Вячеславом Гладковым и министром здравоохранения Астамуром Гуни, где они обсудили подготовку местных медицинских биохимиков на базе университета. Арестит Каракасиди, Торник Амичба, Абаза ТВ. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась презентация новой книги народной поэтессы Карачаева-Черкесии и члена Ассоциации писателей Абхазии Ларисы Шибзуховой. Сборник «Сквозь призму Абазара» объединил в себе как художественное творчество, так и литературоведческие и фольклорные изыскания, посвященные культурному и языковому единству братских народов. Открыл мероприятие председатель Ассоциации писателей Абхазии Инвер Ажиба. Лариса литература бзиз бо мажд хасбиана год ауе юзиха шилхи хаша мачхума его. Работа над книгой длилась не один год. Как рассказала сама Лариса Шибзухова, ключевую роль в судьбе этого издания сыграл известный абхазский ученый и общественный деятель Владимир Зантария. Именно он первым детально изучил рукопись и настоял на ее обязательном издании, но, к сожалению, не дожил до ее публикации. В своей речи автор также затронула тему важной научной дискуссии о современном состоянии абазинской литературы, категорически не согласившись с тезисом о ее угасании. Абазинская литература, несмотря на малочисленность, на то, что ушли такие выдающиеся наши писатели, как Тхайцухов, Бемурза, как Джамаладин, Лагучев и другие, все-таки, конечно, какое-то время было такое перестройки, но снова
люди взялись за перо, вышли хорошие произведения, которые позволяют сегодня сказать, что абазинская литература существует, развивается и угасать не собирается. Сборник включает в себя 35 работ, часть из которых написаны на абазинском языке, а отдельный блок посвящен творчеству абхазских авторов. Филологический анализ книги вызвал живой интерес у научного сообщества. Кандидат филологических наук Василий Авицба дал подробную оценку структуре издания, а также поделился взглядами на авторские трактовки нардского эпоса. Лариса – настоящий поэт. Здесь, по-моему, другой оценки не может быть. Более того, могу сказать, что прекрасный стилист. Книга, безусловно, заставляет призадуматься над многими большими, крупными вопросами. Значит, особенно это касается в части, где она пишет о нардском эпосе. Ну, интерпретация, этимология героев эпоса, мне, на мой взгляд, больше гадательная. Значит, однако же есть наверняка, ну, я не все могу компетентно говорить, наверняка есть и здоровое зерно. О единстве абхазского и абазинского языков и значимости подобных работ говорила доктор филологических наук Лили Хагба. Например, она в этой книге, в Абхазии «Любовь моя и боль моя», фактически она и свою любовь, и свое отношение к своей родине, как бы там, где живут абазины, и Абхаз фактически проводит параллель. Одинаково она смотрит. Она изначально, между прочим, многие из них, из ученых, из поэтов, из писателей, которых я, многих уже нет в живых, они фактически ставят знак равенства. Абхаз для них тот же абазин. Презентация книги сквозь призму Абазара в очередной раз доказала, что абхазо-абазинское литературное и научное пространство остается единым целым, а совместные исследования помогают глубже понять общую историю и духовную культуру наших народов. Заур Кварча, Сосрыгуа Куха, Абазатовы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как приятно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать. Спасибо, как приятно. Спасибо большое. Как у вас красиво здесь. Когда я была маленькая, здесь немного все по-другому было. Но это очень приятно. Оперная дива Хибла Гирзмава посетила новый современный центр здоровья и красоты, открытый концерном Росэнергоатом при пансионате «Элитфонд». Ну что, начнем наше путешествие? Да. Исполнительный директор пансионата «Элитфонд» Мирон Малия и главврач медцентра Санда Барганджа провели для Хиблы Гирзмава экскурсию. Самое главное, что в центре можно не только пройти полное медицинское обследование, а это МРТ, КТ, все виды УЗИ и рентген, но и посетить косметолога, массажиста и все СПА-процедуры. Одним словом, работа выстроена по принципу «все в одном месте», отметила главврач. Значит, мы находимся на самом верхнем этаже нашего центра. Здесь у нас физиотерапия, и здесь у нас все сосредоточено на оздоровлении, то есть это и красота. Значит, у нас здесь есть магнитная терапия, это локальная, это очень любят спортсмены, они даже возят с собой это оборудование, чтобы, если вдруг на тренировке что-то случилось, можно помочь. И по суставам, по всему. Здесь у нас работает прекрасная Рима, которая прячется. Ну ладно. Есть у нас еще одна жемчужинка здесь. Это криотерапия, криокапсула. Воздействие жидкого азота. Я знаю, что это такое, но это очень эффективно. Да. Это приводит, градусов, это приводит сосуды в чувство. Это стресс снимает, кортизол уходит. Как раз нам нужно снять стресс. Я думаю, что это как раз очень полезная штука. Да. Здесь у нас IV-терапия, водное направление тоже в Санкуре. Это инфузионная терапия, то есть можно тут сесть с комфортом. Здравствуйте. Капельницы получить всевозможные, и красоты, и здоровья. Вы представляете капельницу сделать вот с таким видом? Да. Ты тут же выздоравливаешься. Замечательно. Кстати, очень хороший, правильный кабинет. С таким видом капельница просто прекрасно.
Есть клиники, где делают внутривенные капельницы витаминные и включают тебе какие-то картинки красивые, Да, но в телевизоре. заставки. А здесь это Да. феноменально просто. А здесь уже будет. Здесь у нас уже действующий кабинет. Здравствуйте. Здесь у нас МРТ, исследование, да, там идет? Там исследование идет, не будем тогда беспокоить пациента. Здесь у нас КТ. Официальное открытие центра было относительно недавно, в мае 2026 года. За 3 месяца деятельности профессиональная и слаженная работа всего коллектива завоевала доверие не только гостей пансионата «Литфонд», но и местного населения. Клиенты центра отмечают, возможность пройти все необходимые процедуры в одном месте экономит время и нервы. Жительница города Горловка Донецкой области 10-й день отдыхает в пансионате «Литфонд». Когда узнала, что на территории открыли современный медицинский центр, обрадовалась, решила совместить отдых и лечение, отмечает Елена Изотова. Это капельница для сосудов, чтобы не болели суставы. Их надо 5 процедур. Вот мы проходим 5-ю. Очень хорошо. Мне понравилось, во-первых, чистота, уют, порядок. Люди доброжелательные, все добрые. СПА-капсула – еще одна востребованная процедура. Специальный аппаратный комплекс, внутри которого создается особая среда, позволяет одновременно расслабляться, оздоравливаться и решать разные задачи – от снятия стресса до улучшения состояния кожи. Очень много проблем решают СПА-капсулы: лишний вес, целлюлит, кислородное насыщение всего организма, и также массаж и ароматерапия. После экскурсии оперная дива Хибла Гирзмава отметила, что открытие медицинского центра такого уровня для Абхазии – событие важное. А для гостей нашей республики это прекрасная возможность отдохнуть и заодно улучшить состояние здоровья. Мне настолько приятно было узнать, что вот такой центр в Пицунде будет, потому что, конечно, тем людям, нашим местным людям, которым действительно очень сложно иногда поехать в Сочи, сделать даже МРТ. Это прекрасно, что у вас есть и КТ можно сделать, и МРТ, и разные очень сложные анализы, которые нужно было делать вот за пределами Абхазии. Сейчас, мне кажется, это феноменально, то, что... Вот это я знаю, что это такое. Это прессотерапия, моя самая любимая. Я считаю, что это прекрасно, что в Пицунде есть такой центр. Задумка была именно в этом заключена, чтобы и наши люди, которые местные, и люди, которые приезжают к нам на отдых, чтобы они имели возможность и отдыхать, и получать какую-то медицинскую. Я абсолютно счастлива, что есть вот такой Джумбер Леонтович Ткибучава с Росатомом. И я его безмерно уважаю и очень ценю, и дорожу нашей дружбой. И я счастлива, что Росатом вместе с Джумбер Леонтовичем сделали вот такой центр. И это, конечно, великое меценатство, поэтому мне только радоваться приходится. Поэтому я с удовольствием приехала, я буду знать, что здесь такой центр есть, и все наши друзья, которые приезжают, а все поехали в Абхазию, чтобы вы знали, все приезжают сюда отдыхать, поэтому это прекрасно, что есть возможность и отдохнуть, и здоровье подтянуть, и если вдруг, не дай бог, что-то случилось, всегда можно приехать к вам, и здесь есть все, это прекрасно. Главврач медцентра Станда Барганджи отметила, 106 специалистов разного уровня обеспечивают грамотную и профессиональную работу центра. На данный момент медучреждение укомплектовано всем необходимым, что позволяет поддерживать концепцию «все в одном месте». Анастасия Никонова, Сасрыкуа Гухава, Абазатова. У нас общий и с абазинами, и с адыгами. Если говорить, то это G2.2, J2A, R1A и многие другие. То есть фамилии Допуа и Джопуа считалось, что они родственные, но в рамках теста это не подтвердилось. 500 лет, 600 лет, если какие-то древние фамилии, то и больше, до 1000. Яшевы, абазины и Нашешба, Адзинбадзиновые, да, они происходят от одного предка. Может рассказать многое, что неизвестно о происхождении нашего народа. А ближайшими к нам в рамках ДНК вышли кабардинцы и кештовы.
В администрации Сухума подвели итоги конкурса «Чистый город», проведенного в столице по распоряжению главы Тимура Агарба. Председатель конкурсной комиссии Автандил Сурманидзе отметил активное участие горожан в благоустройстве придомовых территорий. Акалай хуаша айбзена шаа бупсыкал ламысли шазней здринпехинхо я хаицкашта kana hutskерохни лаги а машина пахтадыргулома для индук лохрцалома ишна ишдадза ипсана барта паша артазо харчагала пашей тархазо бирацанатия пашей тархазо дизидар хабияхой Акалакерус уясыкшне тупер псот дрыцшуги арцота хакалакер инхо хаважла анхацхра вахавара джену облидара харахзын уступ цхрар дуб и табу бидуд занхарас хацтахуба при акция конкурсе хамазе хазхала зархуззиги. В течение 10 дней члены комиссии побывали во дворах многоэтажных домов, детских садов, во дворах ведомственного жилищного фонда и благоустроенных территориях предприятий. Комиссией осмотрены более 100 объектов, в том числе объекты торговли, а также дополнительные дворы, не подавшие официальной заявки, но принявшие участие в благоустройстве города. Председатель Сухумского городского собрания поблагодарил горожан за участие в конкурсе. Сухум – это особый город, город со своей большой историей, со своим духом. И в первую очередь его особенным делают это люди, которые в нем живут. На мой взгляд, именно симбиоз активных людей, которые любят свой город, приводят в порядок свои дворовые территории и органов местной власти, именно такой симбиоз и дает результат и сделает наш город по-настоящему чистым и потрясающим. С каждым годом количество людей, задействованных в данном конкурсе, растет. Это очень приятно. Было приятно ходить по дворовым территориям, смотреть, как люди своим трудом стараются приводить дворовые территории в порядок. И за это им большое спасибо. Победителя объявила замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина. Здесь много было критерий наличия и состояния детских малых форм, и парковка, и гаражи. То есть жители действительно постарались. Наличие табличек на подъездах, наличие номерных знаков дома. То есть, знаете, заходишь, это очень приятный и хороший двор. Лучшим сухумским двориком 2026 объявлен двор частного жилого дома по адресу улица Академика Мара, 26. Лучший двор, благоустроенный при активном участии жителей, дворовая территория многоквартирных домов по адресу улицы Иналыпа 3, Джонуа 4, Лакоба 103. Лучший двор ведомственного жилищного фонда, дворовая территория многоквартирного дома по адресу улица Воронова 11. Лучшим детсадовским двором признан двор детского сада Гунда по улице Картозия 7. Самая благоустроенная территория предприятия – двор Сухумского пивоваренного завода. Церемонию награждения победителей конкурса «Чистый город» проведут в сентябре.